Тинчуринский театр вновь обратился к мировой драматургии. На этот раз это пьеса Федерико Гарсиа Лорки «Дом Бернарде Альбы». После «Гамлета» Шекспира и «Возлюби ближнего своего» Ремарка эталонная литература расширяет границы творческого потенциала труппы. История женщины, которая после смерти мужа сознательно лишает своих дочерей всех радостей жизни, ассоциируется с несбыточными мечтами любого человека, пытающегося изменить свою жизнь. На предпремьерном показе сегодня побывал Дмитрий Пивоваров. Ренессанс по Гарсии Лорки – это и напоминание об уже однажды поставленном Рашидом Загидуллиным спектакле 7-летней давности, шедшем тогда достаточно мало. Драматическая история о матери и дочерях, которые не могут избавиться от опеки суровой родительницы и начинают конфликтовать друг с другом, адаптирована для татарского театра исполнительницы главной роли Таслимой Файзуллиной. Оживают и те, о ком говорят и мечтают женщины в черном. Двое актеров Тинчуринского театра, Артем Пискунов и Зульфат Закиров, создают символы метафоры о несбыточных мечтах и попутно читают стихотворение Федерико Гарсиа Лорки. Мы ведем мысли этих женщин. Если прям говорить, если что у них в голове творится, вот мы их мысли, мы их озвучиваем. Мы их провоцируем на некоторые действия. Так и давал нам установку режиссер Рашид Галиевич. В постановке 2015 года встречаются актрисы нескольких поколений. Есть и те, кто уже пропустил через себя образ дочери Бернарде Альбы в предыдущем спектакле. Почему они говорят низким тембром? Они говорят очень темпераментно, это южные люди, и у них всегда какой-то идет рык животный изнутри. Может быть, вот это вот их какой-то южный темперамент, мы пытались его приобрести. Но режиссер сказал, что мы не играем испанских женщин, мы играем вот эту ситуацию, которая происходит в доме Бернарде Альбы, которая могла бы сложиться как в испанской деревне, так в татарской и в других. Для профессиональных актрис любого возраста это еще одна попытка показать себя во всей красе. Когда-то в Казанском театральном училище, в учебном театре показывали «Дом Бернарде Альбы». Это было своеобразным экзаменом на профпригодность. История прямолинейная и тиражируемая во всем мире, интересная с точки зрения погружения в чужую ментальность. Девушки из 4-го курса татарской драмы театрального училища Казани играют сочно, азартно, используя и природную народную мощь, несмотря на различия в фактуре. Спектакль про тиранку мать и томление плоти будет актуален во все времена и на любом языке. Человек без свободы поневоле сходит с ума и становится затворником собственных желаний. Знакомая история, не так ли? Дмитрий Пивоваров, Роман Фенин, телеканал «Эфир».